Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Положение людей, верующих людей в судный день. И мы с вами начали разбирать тех, кто помогает своим братьям по вере и заботится об их нуждах. И мы с вами говорили, что пока мусульманин будет помогать своему брату, решать, может быть, его трудности, проблемы, Аллах будет помогать ему самому и будет решать его проблемы. И кто избавит мусульманина от одной беды, в судный день Аллах избавит его самого от одной беды. И кто скроет, покроет грехи, недостатки одного мусульманина в этом мире, Аллах покроет ему недостатки в этом мире и в мире вечном. Хадис передал имам Аль-Бухари. Также мы с вами говорили о тех, кто облегчает положение несостоятельного должника. То есть мы с вами говорили, что вопрос долгов – это очень серьезная проблема во все времена. И когда человек берет у кого-то в долг деньги, имущество, он обязан вернуть этот долг в то время, в которое они договорились. То есть это ваджиб, это не сунна, это не мубах, это не мустахаб, это не что-то просто желательное, да? Это фарз. И если он, имея возможность, не возвращает долг, то получается, он совершает зулм. Зулм, несправедливость по отношению, он ущемляет права того, кто ему в долг дал. Поэтому это просто глупо, нелепо. Не вернув долг, человек совершает хадж. Он кому-то должен, а сам умру совершает. Машаллах, там возле Каабы сидит в слезах. Да? Аллах не примет у него всего этого. Потому что он залим. Он не возвращает долг. Или там ифтары делает, там, садаха раздает. Да? Он не имеет права все это делать. Пока он это делает за чужие деньги. За чужие деньги. Это не его деньги. Поэтому это очень важно. И с другой стороны, если мусульманин взял у кого-то в долг что-либо и не может вернуть, да, он не может, он знает это, он понимает это, но не может вернуть. Вот здесь уже тот, кто ему дал в долг, если он облегчит его положение, то за это он получит огромные награды. Огромные награды, то есть он может дать ему отсрочку, он может какую-то часть, может быть, простить ему. Да, за это, конечно, он получит великую награду. Почему? Потому что он решил проблему своего брата. То есть он избавил его от трудностей в этой жизни. И вот два хадиса хочу привести, машаллах. Машаллах, такие хадисы. Ну, я, по-моему, об этом уже говорил еще неделю назад. К большому сожалению, вот такие хадисы больше читают должники, чтобы тому прочитать. Там, или по WhatsApp отправить, да, вот, что там ты мне должен там это трудность решить, там, простить или еще что-то. Но на самом деле это великие хадисы. Первый хадис передал имам Ан-Насаи, Ибн Хиббан, Аль-Хаким от Абу Хурайры. Один человек, который никогда, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, который никогда не делал ничего благого, но он ничем не отличался. У него не было таких благих дел, да, которые бы отличали его. Он ничего не делал. Он не делал ничего благого, но он давал людям деньги в долг. У него были деньги, и он их давал в долг. И говорил своему посланцу, то есть у него был человек ответственный, который собирал эти долги. И он говорил ему: бери то, что человек может тебе дать. А то, что он не может заплатить тебе, прощай. Может, и Аллах простит нас. То
То есть это человек, который собирал или там выбивал, сейчас говорят, да, долги. Он, когда отправлял его кому-то, он говорил: бери то, что они могут тебе дать. А то, чего они не смогут тебе дать, прощай. Может быть, за это Аллах тоже нас простит. А после своей смерти он предстал перед Аллахом и был спрошен. Пророк ﷺ говорит, и он был спрошен: сделал ли ты когда-нибудь что-нибудь благое? То есть надо же посмотреть, надо смотреть, сделал ли он что-нибудь благое, чтобы простить ему, чтобы избавить его от ада. И он ответил: нет, нет. Если не считать того, что у меня был слуга, и я сужал людей деньгами, то есть давал суды, да, давал им в долг деньги, а посылая своего слугу к ним, я говорил ему: возьми у них то, что они могут тебе дать, а то, что они тебе дать не могут, прощай. Может, и Аллах простит нас за это. Тогда Всевышний сказал: я простил тебя. То есть вот за то, что он прощал людей, а на самом деле это его право. Он дал в долг, а не садака. И те должны были ему вернуть, но он им простил этого. То есть он уступил им свое право, он простил им. И Аллах тоже может его наказать. По праву, Аллах справедливый. У него были дела, за что можно было его наказать. Но Аллах сказал: я тебя простил. Я тебя простил. Следующий хадис, который передал Худайфа, Укбат ибн Амир и Абу Мас'уд. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: к Всевышнему Аллаху привели одного из его рабов, которому он даровал богатство. Да, он был богатым, он был состоятельным. И Аллах спросил его: что ты делал в земной жизни? То есть благого. Он ответил: о Господь, я Рабби, я ничего не делал. То есть, конечно, он совершал намазы. Пусть сейчас кто-нибудь не подумает, оказывается, можно просто ничего не делать, раздавать деньги и некоторым прощать, и за это Аллах тебе простит. Конечно, здесь речь идет, он совершал свое поклонение, он совершал свои фарзы, но здесь речь идет о тех, которые, ничего лишнего такого они не совершали. Чтобы там другие, там, может быть, больше всех тахаджудов читали, да, больше всех садаха раздавали. Такого не было. Поэтому он сказал: я ничего не делал, о Господь мой, кроме одного. То есть он знал, что у него одно есть благое дело, качество, да? Я Раббан, ты наделил меня богатством, и я вел торговлю с людьми. Я облегчал положение обеспеченному и прощал несостоятельному. То есть этот человек, он вел торговлю с людьми. У кого-то покупал, кому-то продавал. И вот у него два качества было. Он облегчал положение обеспеченному. То есть если кто-то у него, может быть, покупал, может быть, он давал это с меньшими условиями какими-то. Может быть, он это давал подешевле или еще что-то. То есть он делал то, что облегчало положение того, кто торговал с ним. То есть он, альхамдулилля, он делал благое дело. Он облегчал ему его положение и прощал несостоятельному. То есть кто-то, может быть, в долг взял зерно у него или еще что-то, чтобы прокормить свою семью, а потом не мог это вернуть или заплатить. Так ведь? Потому что во многих хадисах все-таки идет речь, если сегодня мы представляем, там, может быть, кто-то кому-то машину продал, еще что-то. Во многих хадисах речь идет о еде, о просто зерне, о хлебе. Люди покупали хлеб, не могли там заплатить за этот хлеб, кормили свою семью. Так ведь? И вот он сказал: я облегчал положение состоятельному, обеспеченному и прощал несостоятельному. То есть он что делал? Он списывал долги. Все, вот он долг, у него есть долг, а он это сказал: все, вычеркни, спеши. Машаллах. И вот, когда Аллах услышал эти слова, он сказал: я имею больше прав на это, чем ты. То есть
На что Аллах имеет больше прав? Облегчать положение состоятельного и прощать несостоятельного. То, что ты делал, да, но Аллах говорит, у меня больше прав на это. Поэтому спешите все рабу моему. Он ангелам говорит, спешите его грехи моему рабу. Его долги перед Аллахом. Вот, машаллах, это на самом деле показывает милость Аллаха. Если он прощал кому-то, так Аллах же больше имеет право на прощение. Если он, казалось бы, милостивый, да, милосердный, он же по милости своей прощает кому-то. Аллах-то архамур рахимин. Невозможно сравнить безграничную милость Аллаха с милосердием, сострадательностью его рабов. Поэтому Аллах говорит, спешите ему все. Аллах простил ему все его грехи. Следующее положение, тут еще можно добавить, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда приходил в какое-либо селение, обычно его встречали самые лучшие. Это и сегодня мы видим, когда, например, там, глава республики, президент приезжает в какой-нибудь район, или там глава района приезжает в какое-нибудь селение, обычно кто его встречает? Встречает его местные руководства, местные там уважаемые люди, да, вот, конечно, какие-нибудь там бездомные, больные, хромые его не встречают, их наоборот убирают с дороги, чтобы их было, не было видно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда приходил в какое-либо селение, он говорил: «Абгуни бидуафаикум». «Приведите ко мне ваших слабых». То есть он не просил самых сильных, самых богатых, да, которым там селение гордилось, а он говорил: а где ваши слабые? «Эйна дуафаикум», он спрашивал, а где ваши слабые? Где ваши немощные? И он говорил: «Иннама тунсаруна бидуафаикум». И он смотрел вот на этих сильных сподвижников, да, на этих сильных людей, состоятельных, богатых, которые, может быть, решали там вопросы, решали там судьбу селения, да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прекрасно понимал, что это сильные люди, что они нужны умме. Он никогда не пренебрегал сильными. Вот это запомните. Он никогда не говорил: идите отсюда сильные, дайте мне слабых, да. Нет. Наоборот, он давал им урок. Он говорил: приведите мне слабых. Где ваши слабые? Воистину, иннама тунсаруна, помощь от Аллаха вам будет только через их молитвы, через молитвы ваших слабых. Он дал им понять, что за каждым сильным человеком должны стоять слабые люди. Слабые, несостоятельные люди, которых надо и прощать, которым надо и уступать, которым надо помогать. Поэтому, если ты хочешь быть сильным и идти вперед, то за тобой должна быть мольба кого? Слабых людей. И вот этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, показал, что в обществе каждый человек имеет свое место, свою роль, свою миссию. Может быть, кто-то, брат больной, может быть, слабый, да, живет там на свою пенсию, может быть, он, да, думает: вот если бы я был сильным, сейчас бы вот сделал то-то, 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 да, но мы должны понимать, что даже у него есть огромная миссия. Он должен делать дуа, может быть, у него больше времени делать дуа, выстаивать молитвы, да, делать зикры больше. Поэтому вот эти сильные, там, они должны всегда искать этих слабых. У нас же все наоборот. У нас слабые люди не знают, как приблизиться к сильным, как там через там приемную записаться или еще что-то, как до них достучаться. А на самом деле, то есть, почему они ищут сильных? Потому что они нуждаются в их помощи. Они нуждаются, но мы должны понять, что сильные, они нуждаются в слабых больше, чем слабые в сильных. Они нуждаются больше, потому что
и чтобы вершить их великие дела, чтобы Аллах им помогал, чтобы Аллах хранил их, да, от их врагов, за ними должны быть слабые. За ними должны быть слабые. И тот сильный, за которым стоят слабые люди, их дуа, их мольбы, иншаллах, Аллах поможет ему идти вперед. Поэтому кто кого должен больше искать? Сильные люди должны искать. Многие, вот когда приходят в мечеть, да, там у него там, машаллах, там работа своя, там проекты свои, там грандиозные, да, железный конь прямо там золоченый, да, все у него есть, казалось бы, да, потом ему начинаешь говорить, а ты вот бисмилля, вот, ну у него проблемы, пришел, ему начинаешь объяснять, а вот есть кто, вот, кому ты помогаешь, сколько семей ты содержишь, сколько вот, может быть, есть вдовы, может быть, есть апалар, который там 3 детей воспитывает, там у нее там муж умер или еще что-то, да, или бросил, сейчас даже умирать не надо, бросают просто и все, вот, и он говорит, я не знаю, нет такого. Или там, а ты вот сколько садака даешь? А я не знаю, кому давать, сейчас же все богатые. Я говорю, у вас там, наверное, в офисе все богатые, там у тебя. Или там в том клубе, где ты состоишь, да? Ты открой глаза, найди их, найди. А им это не интересно, понимаете? А их надо искать. Надо подходить к имаму, надо подходить не знаю, у нас есть фонд закат, есть благотворительные фонды, которые занимаются именно этими семьями. Подойди, спроси, скажи, давай вот я готов, дайте мне телефон, дайте мне адрес, бери жену свою гламурную, детей своих возьми, пусть они увидят, как люди живут, пусть жена твоя увидит, как они живут, возьми на обеспечение, помоги им. И, к сожалению, вот сегодня сильные мира всего, там, они не думают, что они нуждаются в слабых людях. Они нуждаются, поэтому Пророк сказал, «Абгуни бидуафаикум». Где? Приведите мне ваших слабых. Он же это не для себя сказал, он им насихат дал. «Иннама тунсарун», и в другом хадисе говорит «турзакун». Аллах даст вам ризк только посредством их добрых молитв за вас. Поэтому это очень важный момент, когда вот именно, вот он же говорил, да нет у меня ничего. Кроме одного. Он вспомнил, когда я слугу отправлял, чтобы он долги собирал, я ему говорил, если он может, пусть отдаст. Если не может, прощай ему. Может, Аллах за это нас простит. Аллах сказал, а я больше прав на это имею. Поэтому ангелам Аллах своим слугам тоже сказал, спешите ему все его грехи. Поэтому, альхамдулилля, ин тансуруллах янсурукум. Если вы будете помогать Аллаху, то есть его религии, и Аллах вам поможет. Субханакаллахума бихамдик, шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Следующая тема будет следующей категории: сдерживающий гнев. То есть судный день, какие награды получат те, которые сдерживали свой гнев. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.